утром, дорогие телезрители! Вы смотрите главный канал Якутии. Мы начинаем новый день. Сегодня на календаре 9 октября, пятница. Ближайшие полчаса мы поговорим с вами, что же такое трекинг. Узнаем изнутри, как работает почта и по традиции киноафиша. Но это не все, так что оставайтесь с нами, будет интересно. А прямо сейчас прогноз погоды на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила 4-5 градусов ниже 0. Днем потеплеет до 5 градусов. В Заречье минус 3-5 утром, плюс 3-6 днем. В южной группе улусов минус 4 плюс 2 утром, плюс 7-9 днем. В Вилюйских улусах минус 2-3 в 6 часов утра. Днем до 6 градусов тепла. В Нижнеленской группе улусов минус 1 в 6 утра, плюс 2-3 днем. В западной группе улусов минус 2, минус 4 утром, плюс 3-6 днем. В Колымо-Индигирских улусах 0, минус 5 в 6 утра, минус 1, плюс 3 днем. В Янской группе улусов минус 2-3 в 6 утра, минус 1, плюс 2 днем. В северо-западных улусах минус 4-9 в 6 утра, 1-5 ниже 0 днем. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 4 градуса ниже 0, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается до 6 градусов тепла. В рамках выставки «Память поколений» в историческом парке «Россия. Моя история» была презентована неизвестная картина отца якутских художников Романова Петра Петровича «Якутия фронту», предоставленная историческому парку Музеем истории земледелия Якутии Алекминского улуса. Картина Петра Петровича Романова, основателя академического изобразительного искусства в Якутии «Якутия фронту». Эта картина любезно предоставлена Музеем истории земледелия Якутии Алекминского улуса и показывается впервые. Это уникальная работа, и мы благодарим Алекминский музей истории земледелия. На этой картине автор показал бесконечную помощь якутян, их большой вклад в дело победы. Они большими количествами сдавали свои драгоценности, золотые драгоценности, серебряные украшения. И мы видим, что они толпой в большом количестве идут сдавать все, что у них есть, лишь бы победа была на нашей стороне. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Для вас наш WhatsApp номер 8 914 279 22 62. И к нам уже прилетают ваши поздравления. Уважаемого учителя, любимого классного руководителя Анну Гаврилевну Мигалкину поздравляем с присвоением звания «Учитель учителей». Желаем крепкого здоровья, счастья. Выпускники 81-го года Сырдахской средней школы Усалданского улуса. Поздравляем дорогую Анну Гаврилевну. Мы тоже присоединяемся от всей нашей утренней команды. А мы продолжаем наш эфир. Urban Fest 2020. Этой осенью в городе Балашиха Московской области прошел фестиваль в честь 190-летия города. Собрались лучшие атлеты Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. На фестивале присутствовали участники из Якутии, заняли первые места. Это Галушкин Анатолий, родом из Жиганска, и Данилов Гаврил из Якутска, занявший второе место. Ребята сегодня живут и тренируются в городе на Неве, несмотря на разницу в возрасте, во времени, извините. У нас на прямой связи со студией из Санкт-Петербурга Анатолий Галушкин. Доброе утро, Анатолий. Доброе утро. Мы вас поздравляем с этой победой, вся Якутия гордится вами. Расскажите, пожалуйста, немного, что же такое трекинг? Трекинг – это смесь из боевых искусств, акробатики, немного из танцев, наподобие брейк-данса, и так далее. То есть своего рода это
как подвид акробатики, только с разнообразными вертушками там, красивыми, из разных боевых искусств, там, как из тэквондо, ушу и так далее. Мгм. А давно увлекаетесь вы? Как бы не соврать. С 2011 года. Мгм. Вот мы прямо сейчас на экране видим кадры из ваших тренировок. Смотрим, это довольно такой сложный вид, да? Очень травмоопасный вид. А как много времени вы уделяете тренировкам, чтобы добиваться результатов? Ну, тренируюсь ориентировочно по 4, возможно, 5 дней в неделю. 4 дня это как тренировка, практика трикинга, да, ну и обычно пятый один день это как специальная физическая подготовка. Мгм. Ну, то есть разнообразная тренировка взрывной силы и так далее, именно прыжковые тренировки, ну, Мгм. там, в таком роде. Ага. Поддержание, в общем, себя в форме хорошей. Я так понимаю, это такой вот симбиоз из разных видов спорта, да? Совершенно верно, Мгм. да. А чтобы начать заниматься трекингом, какая физическая подготовка должна быть у человека? И с какого возраста можно начинать? Вообще, по поводу физической подготовки. Мгм. В целом у человека уже должна быть какая-то акробатическая база, да, то есть он Мгм. должен уметь делать какие-то мостики, кувырочки, стоечки на руках, ну, такое простенькое, возможно, колесико. Мгм. А по поводу возраста, ну, чем раньше человек начнет, тем как бы он сможет больших вершин добиться в этом. Ну, так Мгм. как и везде, собственно говоря. Мгм. Расскажите о своих успехах, на каких конкурсах участвовали. По поводу успехов. Так, Мгм. ну, ладно, давайте именно которые были недавно совсем. Мгм. То есть в 2019 году в городе Ставрополь я стал трикером года. Мгм. Да, то есть это как карда. Именно номинация карда, может быть, знаете, не знаете, всероссийская премия карда. Ага. То есть именно федерального масштаба, да. Получается, там я стал трикером года Мгм. в 2019 году. И перед Новым годом в 2019 году я в составе команды именно России занял также первое место на как бы на чемпионате мира по трекингу, можно сказать, в Амстердаме. Ух ты. Это были батлы 5 на 5. Мгм. У нас была такая сборная команда, грубо говоря, там со всех регионов России. Там были с Рязани ребята, кто-то там с Балтийской, это Калининградская область. Вот, был я, и там еще тоже два пары. Ну, все были из разных городов, в общем, Мгм. грубо говоря. То есть ваше увлечение позволяет вам не только увидеть мир, да, но и подружиться с людьми с разных городов, регионов и даже стран. Да, ну, трекинг это не официальный вид спорта, да, Мгм. у него, грубо говоря, нет таких установленных правил. Мгм. И из-за этого, из-за того, что это не официальный вид спорта, само сообщество трекинга, оно достаточно компактное. И, грубо говоря, все друг друга знают. То есть, и это неким образом помогает именно в коммуникации с людьми. То есть, Мгм. например, если ты едешь в какую-то другую страну, Мгм. если у тебя, грубо говоря, более-менее хороший уровень, тебя знают, то у тебя не будет проблем, чтобы там найти каких-то там единомышленников, грубо говоря, ну Мгм. и чтобы они тебе все показали, там объяснили, как. Ага. Сам Анатолий, езжу а мы обычно. знаем, что вы еще и тренируете, да, молодежь? Да, Мгм. совершенно верно. С какого возраста берете? Ну, самые младшие ребята, которые у нас занимаются трекингом, это, по-моему, с 10 Мгм. лет. Да, ну, то есть ребята тоже, которые имеют там некую базу, там, которые занимаются там карате, вот, что-то такое, в общем, тоже, А которые имеют. самые взрослые, большой которые опыт. к вам пришли вот с желанием заниматься трекингом, какого возраста были? Есть, есть. Ага. Да, ну, точно возраст я не скажу, но, по-моему, за 35. Ух ты. Да, ну, есть люди, да, у которых есть желание как Мгм. учиться, поэтому как им отказывать? То есть никогда не поздно. Ну, я считаю, что да, так или Мгм. иначе что-то усвоить получится. Ну и в целом это какое-то разнообразие, наверное. Как бы Мгм. спорт, можно сказать, в России новый совсем.
Анатолий, в конце беседы ваши пожелания нашим телезрителям. Можете в прямом эфире передать привет родному Жиганску, всей Якутии. Родному Жиганску, да. Ну, передаю привет родному Жиганску, в частности, Атласовой Лидии Николаевне, которая нам помогала в этом суровом поселке с залом. Вот. Ну и какие пожелания? Давайте всем удачи, не унывайте, занимайтесь спортом. Спасибо большое, Анатолий. Мы надеемся, что мы еще услышим о ваших успехах. Обязательно свяжемся с вами, звоните нам. Всего вам доброго, удачных тренировок. А мы продолжаем, дорогие телезрители, наш эфир. Приключенческий фильм «Олеси», драма о парнишке из далекой Камчатки и драматический боевик с Лиамом Нисоном в главной роли ждут вас в уютных залах кинотеатров. Подробнее с премьерными картинами традиционно знакомимся в рубрике «Киноафиша». Предлагаем вам премьерные фильмы четверга, которые можно посмотреть в Самая кинотеатре известная «Лена». собака в истории кино возвращается на большой экран. У 12-летнего Флориана есть самый лучший друг – любимая собака Колли по кличке Лесси. Но когда отец мальчика теряет работу, они вынуждены переехать в более скромное жилье. И собаке там не находится места. Флориан прощается с Лесси. Собака приобретает нового хозяина – графа фон Шпренгеля, который со своей взбалмошной внучкой Присциллой отправляется в путешествие на Северное море. Но как только предоставляется возможность, Лесси сбегает. Так начинается ее долгий путь, полный невероятных приключений к любимому хозяину. Лесси. Возвращение домой. Я ограбил 12 банков в 7 штатах. Том Картер – грабитель банков, который умудряется влюбиться в банковскую работницу по имени Энни. Именно в ее хранилище преступник прячет $7 миллионов. Профессиональный грабитель решает уйти в отставку и завязать с темным прошлым. Но стать честным, когда в душе ты вор, не так уж просто. Герою предстоит дать отпор коррумпированным копам и восстановить свое имя, а заодно спасти любимую женщину. Готов признаться. Холли Свит 999. Призер Венецианского кинофестиваля, трагикомедия о парне из Чукотки. Кинокартина «Китобой» расскажет о живущем где-то на самом краю Чукотки парне Лешке, который влюбляется в вебкам-модели из далекой Америки. Не слишком понимая специфику ее работы, парень безнадежно влюбляется. Теперь он знает, что весь смысл его жизни – найти эту девушку из Детройта. Для этого, правда, придется пересечь Берингов пролив, пройдя пограничников, которые вполне могут и застрелить ничего не понимающего по-английски бедолагу. Америка, Детройт! Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Уважаемые наши любимые работники НВК, новый день с добрым, бодрым утром, с прекрасной пятницей, отличного рабочего дня. И поздравляю с Днем почты, пишет нам телезритель. Спасибо огромное. Не зря он нас поздравляет с Днем почты, потому что сегодня мы отмечаем Всемирный день почты. А ведь почта – это целый мир, огромный механизм, организм, где каждая структура должна работать слаженно. Это не только письма и посылки, но и множество других структур. К нам в студию в гости пришла Ольга Николаевна Сыроватская, начальник транспортного участка автобазы Почты России в республике. Доброе утро, Ольга Николаевна. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о своей работе. Транспортная служба, это, как я понимаю, это связующее звено всей работы почты, да? Да, конечно. Мы доставляем изначально, как бы получаем, доставляем по всей республике ФПС, где есть у нас автотранспорт, почтовые отправления. Вот немножко расскажите, пожалуйста, во сколько начинается ваш рабочий день, как он проходит? Ну, бывает по-разному. Бывает и с утра, бывает как бы и среди ночи. Ну, грубо с 6 утра это точно на ногах, уже на телефоне, уже как бы в работе.
С 6 утра, то есть вы вместе с нами просыпаетесь, начинаете свой рабочий день. И до скольки? Ну, а там как? Хорошо, если в 5 закончили, а так до вечера, до 10. Ну, всякие нюансы бывают, случается. Мгм. Вот обычно автобаза, да, гараж, транспортная служба ассоциируется с мужчинами. Да как вы, такая хрупкая женщина, пришли в эту работу? Вообще, как начинали свою работу на почте? Ну, начинала с низов, можно сказать, с Мгм. диспетчера в автобазе. Мгм. На тот момент думала, спокойная работа, как бы все устраивало, Мгм. доход, ну, социальный статус и все прочее. Ну, а потом как-то вникла во все, Мгм. как бы, и пошел дальше карьерный рост, можно сказать. Вот. До начальника, До той же начальника, автобазы, да? да. Ага. А какие, вот в каждом коллективе обычно бывают традиции свои, обычаи, да? Вот в вашем коллективе есть какой-то? Ну, так сказать, что обычаи нет. Для нас святой праздник – это День водителя, Мгм. где мы обязательно как бы поздравляем своих водителей, обязательно с утра подарками, как говорится, Мгм. хорошими словами, напутствиями на новый рабочий день, на новый как бы год еще, допустим, до следующего дня водителя. Ну, вот это самый как бы главный праздник Мгм. для нашей автобазы, для наших работников, для наших водителей. Мгм. Вот. У нас очень много проходит конкурсов. Ну, в течение каждых 2 года проходят конкурсы «Лучший водитель», где мы сначала в республике, Мгм. затем своего кандидата, победителя в макрорегион. И вот в 2017 году у нас наш, значит, водитель дошел до основного конкурса в Сочах. Вот он занял 2 место. Мы как бы очень горды. Мгм. Мы прям... Есть чем Да, гордиться. конечно, очень Мгм. приятно все это. Мы участвуем в конкурсах с автобазами города. Мгм. То есть у нас бывают соревнования. Там каждую осень, по-моему, в прошлом году только, ну и нынче с коронавирусом связано, скорее всего, не будет. А так мы, как говорится, выезжаем. И там и по, значит, слесаря у нас в этом деле тоже участвуют, и тоже как бы это самое, что свои навыки, свое умение, водители. Мгм. Ну вот так мы живем, Мгм. так мы работаем. А расскажите, пожалуйста, о своем коллективе, раз мы начали вот о водителях. Сколько вас? Вообще по всему ФПС нас 138 Мгм. водительского состава, в автобазе 80. Значит, ну, и ежедневно на линию у нас выходит здесь в городе от 42 до 50 автомобилей, часть в городе, ну и, соответственно, по улусам. Мгм. Вот, как бы общаемся со всей республикой, Мгм. ходим на связь со всеми, стараемся, и с начальниками ОПС, где есть наши Мгм. автомобили, ну и где-то непосредственно с водителями. Ну, вот так работаем. Мгм. Вот мы сейчас смотрим как раз фотографии вашего коллектива, да, вашего трудового, с кем вы проводите свой день, ваша вторая семья практически наверняка, да? Мгм. А какие у вас планы есть? Наверняка вот как у руководителя, да, вообще по развитию наверняка много мыслей, планов. Ну да, конечно, как бы объем почты увеличивается, значит, хочется и как бы, чтобы доставить ее быстрее, стараемся, значит, планы. Это не планы, это, наверное, желание, чтобы дороги у нас все-таки были еще лучше. Они вот за все время моей, как говорится, работы на автобазе лучше и лучше хочется, чтобы еще лучше. Значит, мы получаем новый автотранспорт. Вот на данный момент мы получили 6 ларгусов, 1 КАМАЗ большой, то есть у нас увеличивается. Спасибо большое, Ольга Николаевна, что подошли к нам в студию. Мы еще раз поздравляем от всей души вас со Всемирным днем почты. Спасибо. Дорогие Спасибо. телезрители, на этом наша передача подходит к концу. Желаем вам хорошего дня и удачных выходных. Забудь скорее про печали, на хлопоты махни рукой. Смотри, проблем как не бывало.
мечтой. Счастливым быть не помешай. Скорей простись, не ленись. Рецепта проще не бывает. Миру улыбнись, просто улыбнись. За мечтой ты смелее прыгай, за мечтой о счастливой жизни, за мечтой далекие края, за мечтой, которая в руках. Сними все цепи и оковы, сними с души свой тяжкий груз. Пойми, оно не так должно быть. Забудь про боль, забудь про груз. Теперь ты тоже это знаешь. Всем расскажи и поделись. Рецепта проще не бывает. Миру улыбнись, просто улыбнись. За мечтой ты смелее прыгай, за мечтой о счастливой жизни, за мечтой далекие края, за мечтой, которая в За мечтой ты смелее прыгай, за мечтой о счастливой жизни, за мечтой далекие края, за мечтой, которая в руках. За мечтой далекие края. Тут улал. Качему. Бүгін алтынне 9 күніне келебік күне.